Сегодняшняя наша передача посвящается песенному творчеству композитора Рашида Абдуллина и некоторым проблемам эстрадного жанра. А пока звучит песня. Nigga kukkın sayın Zerzenger gül zenger Sağışılı zengerlik Sibile gözlerden Seysen sinegerde Sağış bar zengerde Zenger kuk zenger kuy zenger mı Mehabbet sağıştan tıra La 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 Zenger kuk zenger kuy zenger mı Mehabbet sağıştan tıra Nigetan her vakit Alsızın gül olsun Dağlarda nigasın Her vakit yamansın Seysen sinegerde Dağ altın meğere Alsudan alsu izasımın Mehabbet şadlıktan tırağın La 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 Alsudan alsu izasımın Mehabbet şadlıktan tırağın La 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 Zenger kuk olsudan Yaptığın karatın Ahırısı Mengiga karahattın Eslerini tarahattın Seni yarattın Seyün bəxet kəyilkən yol Sağcılı şatlıqdan tırağın La 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 Kayıpken yol Sağışılı şatlıktan tırağın Прозвучала знакомая уже вам цветная песня Рашида Абдуллина на стихи Разили Валеева. Лауреат премии имени Мусы Джалили Рашид Абдуллин является одним из активно работающих в песенном жанре молодых композиторов. Его произведения исполняются мастерами искусств республики, артистической молодежью и участниками художественной самодеятельности. Часто композитор выступает на эстраде и как исполнитель своих песен. Так, к 40-летию победы в Великой Отечественной войне композитор дал 40 концертов. Сегодня в нашей передаче участвует и сам композитор. Рашид, что побудило вас к авторскому исполнительству? Это ведь, наверное, не только дань моде. В последнее время действительно на эстраде получило очень большое распространение авторской пения. Композиторы стараются иногда сами петь свои песни. Вряд ли дань моде. Просто иногда складывается такая ситуация с некоторыми песнями, когда нужно получить какую-то мгновенную реакцию, мгновенную какую-то оценку написанной музыки, и тут я прибегаю вот к такому авторскому исполнительству, иду на какую-то творческую встречу и сам исполняю эту песню, и уже из первых уст я получаю информацию по этой песне, и уже дальше я знаю, что делать с ей, или дать исполнителю какому-то профессиональному, или как-то надо подождать, или доработать. Это одна, значит, сторона проблемы. Другая сторона состоит в том, что песни, которые я пишу, решены не в таком нетрадиционном русле нашей татарской эстрадной песни.
И поэтому трудно иногда бывает работать с исполнителями, и все-таки автор лучше чувствует немного, чем исполнитель своей песни. И я тут вот беру на себя такую смелость, сам пробую иногда петь. Кто журнал довоенный хоть когда-то читал, самый обыкновенный довоенный журнал, 32 в нем страницы, иллюстрации в цвет, а про то, что случится, ни полслова там нет. Там над полем вороны, не кружа, там нарком обороны принимает пора. Ордена на мундире и ладонь у виска, словно море при штиле, неподвижны войска. Неподвижны войска. Там за рамками фото закипает волна, умирает пехота, подыхает война. И сквозь грохот гудящий детский слышится крик, по Европе горящий марширует блицкриг, марширует блицкриг. Над золой Варшавы ветер смерти кружит, и начальник заставы, он еще не убит. А журнальных страниц, улыбаясь, глядя молодецкие лица с ним погибших ребят, с ним погибших ребят, ни единой воронки на родимой земле, ни одной похоронки на дощатом столе. Прозвучала песня «Довоенный журнал» в авторском исполнении. Стихи Булата Акуджавы. Запись по трансляции с концерта фестиваля молодых композиторов Союза СССР, который состоялся недавно в Казани. Ну, а бывает так, что вот вначале вы эту песню спели сами, а потом эту же песню вы все-таки доверяете какому-то исполнителю. Как, мне кажется, было у вас с песней «Хатер», «Память», да? Да, вот с этой песни я сначала ее сам напел под гитару. Затем, когда эта песня получила уже такой резонанс определенный, я разучился с Саидом Рейнбаковым, да, и впоследствии я с ним весь цикл сделал из 5 песен, посвященный 40-летию Великой Победы. И, по-моему, не ошибся с исполнителем, он неплохо справился с этой работой.
Тыныш күндә алыр тойлы булып, сугыш яраларын кузгата. Эй син хәтер ömür yazlarından beznim yaşlıklarını çakırma. Yerli hele beznim bu kilerde koytmay kalganlarının hakkı var. Güreşlerge çıktık iş akırgaç, Gaziz başlar biler gürmeri. İndigene sulu kişmerikte, İndigene utka ermedik. Ey sinheter ömer yazlarından beznim yaşlıklarını şakrım al. Yerli hele beznim bu kilerde koytmay kalganlarının hakkı var. Yıllar arttı yıllar ağalar, Durmuş üzeginde yağalar. Sarı heter beznim utkenlerge Tuğrılıkını saklayma alar. Ey sinheter ömer yazlarından beznim yaşlıklarını şakrım al. Yerli hele beznim bu kilerde koytmay kalganlarının hakkı var. Yerli hele beznim bu kilerde koytmay kalganlarının hakkı var. Вы слушали песню Рашида Абдуллина «Память» на стихи Равиля Файзуллина. Рашид, вы проронили такую фразу, что вас не всегда удовлетворяет трактовка исполнителем ваших песен. Ну, а бывает так, что исполнитель полностью осуществляет ваш замысел? Так, наверное, редко бывает, чтобы исполнитель полностью, реализовал весь замысел, который композитор вкладывает в свое сочинение, но такое, конечно, бывает. Я помню, как вы записывали на радио этот цикл, посвященный к 40-летию Победы. Вы работали над каждой музыкальной фразой, над текстом, над произношением слов. Это был, конечно, огромный труд. Я вас перебью. Здесь работа, когда была уже в студии, это была уже окончательная работа. А была еще очень значительная работа предварительная, до записи. Я работал с певцом, приходил к нему домой, он ко мне приходил, и мы с ним очень часто встречались и работали над каждой песней, буквально над каждой фразой, прежде чем прийти уже в студию. Это, в общем, у вас был такой творческий контакт. Да, я очень доволен этой работой вот совместной с Саидом Рынбековым. Ну, мы, наверное, сейчас предложим нашим радиослушателям еще одну песню из этого цикла. «Сабантуй» 41-го года. Стихи Разиля Валеева. Соңғы тапқыр күлді кеше дүния, соңғы тапқыр құяш балқыды. Таң атмады, бүгін таң атмады, алды жерме суғыш ялқыны. Өлем келді жер шарыны,
Кояш батан ягынан, батаны шеняла кірдік, Сабантуй мейданынан, Сабантуй мейданынан. Тымырылды атта яшігіттер, Өмір бойы күтәршін ярлар. Жан саянар әммә бірін ғашатлар шабарлар. Үлем килді жер шарының, Кояш батқан ягынан, Батаны шеняға кірдік, Сабантуй мейданынан, Сабантуй мейданынан. Үлем килді жер шарының, Кояш батқан ягынан, Батаны шеняға кірдік, Сабантуй мейданынан, Сабантуй мейданынан. Европада қанлы Сабантуйы, Желке бүгін ялқын төлісі, Шилу байрағына янып қалды, Сабантуйдың күйік сілгесі, Үлем килді жер шарының, Кояш батқан ягынан, Батаны шеняға кірдік, Сабантуй мейданынан, Сабантуй мейданынан. Батаны шеняға кірдік, Сабантуй мейданынан, Сабантуй мейданынан. Рашид, есть ли у вас какие-то привязанности к стилю, к жанру в музыке, эталоны, к которым вы приравниваетесь? И еще, какое у вас отношение к рок-музыке, которой сейчас увлекается молодежь? У меня определенная привязанность к жанру, конечно, есть. Это жанр песни, эстрадной музыки. Я этим занимаюсь давно, люблю этот жанр. Но стараюсь описать и для симфонического оркестра. Сейчас вот я заканчиваю работу над музыкальной сказкой. По рок-музыке действительно это сверхпопулярное движение, и вся молодежь буквально этим заражена. Тут, наверное, нет ничего, в принципе, страшного, но это рок-движение, оно очень пестрое и разношерстное. Зачастую этим делом занимаются настоящие музыканты, и они, естественно, добиваются каких-то очень хороших результатов. Есть в этом рок-движении и случайные люди, которые занимаются этим не потому, что музыку любят, просто они хотят очень быстро стать популярными. В общем, очень сложное движение, и тут я, к сожалению, не могу назвать себя компетентным в этой области. Мне бы хотелось в связи с этим затронуть проблему более мне, что ли, близкую. Это проблема развития эстрадной музыки в нашей республике, в частности, татарской эстрады. Очень такой тревожный симптом. Как правило, наши исполнители, которые выезжают и по районам Татарии, и за пределы Татарии выезжают, они всегда работают, ну, если не в переполненных залах, то, во всяком случае, слушатель какой-то есть, который стабильно ходит на эти концерты. И как будто все хорошо, все нормально. Зачем же что-то еще делать, что-то менять? Но менять все равно надо, потому что уровень развития вот именно эстрадной музыки, удельный вес этой эстрадной музыки, он очень невелик и не развит, если можно так сказать. Если сравнить это эстрадную музыку нашу, татарскую, с общими какими-то союзными категориями, то, конечно, здесь очень сильное отставание. Как вы считаете, каковы причины? Это отсутствие репертуара, так? Вторая причина то, что исполнители практически они хорошо живут. На концерты ходит народ. Так? Даже есть какие-то коллективы, которые очень хорошо проходят. Все нормально вроде. Куда стремиться-то? Если взять русские коллективы, то существует очень жесткая конкуренция. У наших исполнителей такой конкуренции нет. Куда бы ни приехал татарский исполнитель, слушатель всегда есть. Ну, исполнители, конечно, пытаются что-то делать. И ни один исполнитель постоянно одно и то же не поет. Какое-то движение есть. Но нет такого движения, которое заставляло их включать такие произведения, которые притягивали именно молодежь. Вот так вот 15, 17, 19 лет. Извините, пожалуйста, а они есть эти произведения? Пишут ли наши композиторы вот такие произведения? Вот, допустим, эти произведения есть. Теперь надо их исполнить. Есть такие произведения. Скажем, 10 произведений у исполнителя есть. Надо уметь петь эти произведения. Должна быть какая-то накатка такая именно эстрадная. Стиль эстрадное исполнительство. И надо учиться этому. Есть у нас исполнители, которые могут приблизиться к общему союзному уровню. Теперь нужно это озвучить технически.
В этом отношении практически все группы, которые у нас в филармонии работают, у них всех где-то на одном уровне техническая оснащенность. И у всех есть, конечно, проблемы. Это очень серьезная проблема, потому что если не звучит акустика, то тут и практически трудно будет артисту донести вот именно эстрадную песню так, чтобы она звучала так, как она звучит, скажем, у тех же самых исполнителей, которых мы все знаем. У них, потому что техническая оснащенность куда более профессиональная. Есть еще проблема режиссуры, которая тоже очень остро стоит. Большинство концертов наших исполнителей проходит где-то одинаково. Выходит гастролер, певец, поет свою программу, потом выходит какой-то другой, или ведущий выходит. И все они вот так чередуются. Все программы практически работают одинаково. И это тоже приедается, потому что это идет уже ведь не 5-10 лет, это идет 30 лет. Выработали стереотипы. Мне приходится ездить с одной из групп в филармонии и спрашивают, а почему танца нет? Вот вроде должен быть танец. И тут тоже движения мало практически. Но есть, конечно, и режиссура. Кто-то над этим работает, кто-то, может быть, меньше работает. Но поставлена режиссура вот в каждой группе, что такого тоже мало. Я знаю, вот у Ферги Затулиной была подготовлена программа с режиссером. Есть артист, который работает именно с режиссурой, и у них, естественно, это звучит по-другому уже. Это один из компонентов концерта. Через несколько минут мы продолжим наш разговор с Рашидом Абдуллиным. А пока послушаем в исполнении группы Валерия Чамрина из города Нижнекамска песню Рашида Абдуллина «В лесу», стихи народные. Рашид, работа над новыми песнями, встречи со слушателями, записи – все это занимает очень много времени. Если у вас остается свободное время, чему вы его посвящаете? И есть ли у вас какое-то хобби? Ну, к сожалению, как у всякого, наверное, творческого человека, свободного времени практически у меня нет, и я счастлив от того, что у меня нет свободного времени, с одной стороны. Если все время занято, значит, есть работа, значит, есть какие-то интересы, что-то получается. Я отдыхаю в процессе работы. Что-то, какая-то работа смена бывает работы, такая легче, да? Значит, где-то эмоциональная нагрузка, где-то больше, где-то ее меньше, где-то с удовольствием работаешь. И это является уже отдыхом. Хобби – это, наверное, музыка. Иногда вот бывает у меня свободное время, я люблю проводить дома, значит. Дочь у меня растет, 9 лет, учится она в музыкальной школе, 10-летка, может быть, тоже музыкантом будет. Она очень любит сказки. А у вас не было желания создать произведение для детей? У меня есть одна песня, которая написана для скрипки, она написана для исполнения музыкальной школы. Я хочу написать цикл детских пьес для 1-2 класса музыкальной школы.
Оказывается, с этим репертуаром не все благополучно. Наверное, композитору надо обратить внимание на это. Рашид, ваши песни исполняются многими исполнителями. Это и Ринат Ибрагимов, и Рафаэль Сахабиев, и Саид Раинбаков, и Рима Ибрагимова. Вот как у вас складываются с ними отношения? Легко ли вы находите с ними контакт? И пишете ли вы специально для определенного певца? Контакты завязываются с исполнителями неплохо у меня. Другое дело, значит, не всегда получается так, как ожидаешь. Иногда исполнитель не берет в программу ту песню, которая, казалось бы, написана специально для него. Дело в том, что у меня были такие случаи, когда исполнитель... Я принес песню ему эта песня вроде бы понравилась, вроде бы не понравилась. В общем, он отказался ее брать в программу. Не помню, может быть, даже, да? По прошествии некоторого времени эту песню спел другой исполнитель. И потом предыдущий исполнитель подошел ко мне и сказал: вот почему ты мне не даешь такие вот песни? После того, как я ему сказал, что я эту песню сначала ему давал, он, значит, не понял, видимо. Он даже не узнал, как будто это песня, И как будто не узнал. Очень хорошо у меня сложились творческие контакты с Ринатом Ибрагимовым, особенно в начальном периоде своего творчества. Он явился первым исполнителем большинства моих песен. Это мне очень помогло и как композитору, и помогло выйти за какие-то рамки, не только нашей республики, а на всесоюзные какие-то. Он и записал на фирме «Мелодии» первые практически мои песни. С Рафаэлем Сахабиевым у меня неплохие отношения, с Зинуром Нурмухаметовым. Давайте послушаем в исполнении Рината Ибрагимова песню «Моей думой», стихи Разиля Валеева. Dolqinlar tonar miken Sırlarımını söyler idim Ol mine tınlar miken Sırlarımını söyler idim Ol mine tınlar miken Gündüzlerine gömler gişer Kanatlı kışlar miken Gündüzlerine iki yarı Beznim yazmışlar miken Gündüzlerinin iki yarı Beznim yazmışlar miken Yaşınlar öter miken Bir muhabbet tabar ışık Vargını yeter miken Bir muhabbet tabar ışık Vargını yeter miken Bir muhabbet
Рашид, у вас есть песни, посвященные матерям. Вот последняя песня «Неге они, неге хортаясың», «Почему стареешь, мама?» особенно привлекла внимание радиослушателей. Очень много писем приходит в нашу редакцию с просьбой исполнить эту песню именно в исполнении Зинура Нурмухамедова. Как родилась эта песня? Расскажите, пожалуйста, о творческом процессе. С этой песней у меня особые такие отношения. Я ее очень люблю и всегда почти на встречах на творческих ее исполняю. После того, как я получил стихи от Разили Валеева, мне эти стихи очень понравились. С первого прочтения. Мне так редко бывает, что от начала до конца никаких претензий не было к стихам. Вот. Я сразу начал работать над этой песней. Сделал один вариант, второй вариант, несколько вариантов у меня этой песни было. Все они были вроде бы неплохие, но что-то такое, какое-то неудобство я чувствовал, и не нравились мне тот вариант, хотя музыка, казалось бы, вроде была такая красивая. Потом, через некоторое время я понял, что здесь мне нужно было найти вариант компромиссный, чтобы музыка отошла как на второй план, а на первом плане был текст. Потому что текст настолько был глубокий, и сильный, и выразительный, и эмоциональный, и в то же время драматичный, и какой-то даже трагичный. Вот все как-то здесь переплелось. И музыка, когда она звучит красиво, и когда ее поешь красиво, и мелодия от текста отвлекает. И я тут пришел к такому выводу, чтобы нужно было написать песню как можно проще. И я даже, мне кажется, написал такую несколько банальную мелодию, которая, если вы рассматриваете ее в отрыве от текста, показалось бы даже в чем-то какой-то пошлой мелодии, какой-то такой непонятной. У меня единственная песня такая. Больше у меня таких песен нет, в которой бы я вот... Но есть, правда, еще у меня песни, вот «Егрим миллион» такая песня есть. Тоже где-то в этом плане решена. Но в этой песне это выразилось особенно. Как текст вышел на передний план, песня сразу заиграла, и сразу, по-моему, она пошла. В творческих встречах проверял ее. Для молодого композитора это очень полезно. А сейчас давайте послушаем эту песню. Неге картаясың, уйлыйсыңмы дөнья афатын, күчсен әйдә безнең йөрәкләргә, бар уйларым бөтен хәсрәтем, күчсен әйдә безнең йөрәкләргә, бар уйларым бөтен хәсрәтем. Нигә картаясың, безгә бәхет килгән чагында, бу дөньяның бөтен сагышлары күзләреңдә нигә чагыла, бу дөньяның бөтен сагышлары күзләреңдә нигә чагыла. Нигә картаясың, дөнья шундый матур чагында, әй син картлык кермә безнең өйгә, әй син картлык димә әнигә. Әй син картлык кермә безнең өйгә, әй син картлык тимә әнигә. Нигә, әни,
Dünya afətin Küssünəydə Bizdən yüreklərə Bar oylarım Bütün hasretin Küssünəydə bizdən yüreklərə Bar oylarım Bütün hasretin Рашид, в этой песне аранжировка ваша? Моя аранжировка, да. Как правило, оркеструю сам свои песни. Но из практики я могу вспомнить, наверное, или одну, или две оркестровки, которые я сделал не сам. В этом нет ничего плохого, если эта песня звучит в другом варианте. Но, как правило, я сам делал оркестровки. Это очень отрадно, потому что у нас многие композиторы не умеют аранжировать свои песни. В частности, вот вы, Резида Ихиярова, Шамиль Шарифуллин аранжируют свои песни сами. Остальные композиторы часто эту работу поручают самодельным композиторам. Рашид, к вам традиционный вопрос. Над чем вы сейчас работаете? Каковы планы ваши на будущее? Вот мне бы хотелось на первый, значит, раздел этого вопроса ответить. Сейчас я работаю, как вот я сказал, уже осталось только некоторые уж последние штрихи, как говорится. Это музыкальная сказка по пьесе Марата Тазиддинова «Волшебная скрипка». Там заняты учащиеся театрального училища и симфонический оркестр. Закончил я недавно очень серьезную для меня работу. Это музыка к пьесе Аяза Гилязова «Три аршина земли». Писал с трудом. Трудность была в эмоциональном решении. Здесь, наверное, нужно добавить, что вы активно работаете в этом жанре. Вами уже написана музыка спектаклю «Незабываемая легенда» Ильдара Юзиева, «Придира» и «Колыбельные» Туфана Миннуллина. По-прежнему я работаю как песенный композитор. Я никогда, наверное, это не брошу и с удовольствием занимаюсь этим. Хочу сделать коллектив инструментальный. Чего вы начали, в общем-то, работу, потому что мы вас узнали впервые, когда вы работали руководителем вокально-инструментального ансамбля «Сайяр». Да, ну это самодеятельный коллектив был. Сейчас я не знаю, какой это будет, самодеятельный или профессиональный, но хочется сделать инструментальную группу. Татарское у меня уже и название придумают. Вот вы нам не скажете, еще пока секрет сдержите. Пока секрет, да. Ну, будем ждать рождения этого коллектива. А сейчас давайте послушаем одну из последних ваших песен «Ода женщине», стихи Роберта Миннуллина. Поет Зиннур Нурмухамедов. Тәмле төшләр күрә, йоклый сабый, әнисенең җылы учларында күз яшьләре балкый сөенечтән, әнисенең керфе кышларында. Дөньябызның якты жары булып, җир йөзендә мәңге балкысын. Иребезнең güzel хатын кызы, яшь баласын тоткан яктысын. Дөньяларын онтып, уйнап йөргән сабыеннан күзен алмый гана. Алдаганы бер зур тормыш көтә, зур көрәшләр көтә юлында. Дөньябызның якты жары булып, җир йөзендә мәңге балкысын. Җиребезнең güzel хатын кызы, яшь баласын тоткан яктысын.
Kuşlarının tatlı avazları Ləhət isti tuğan idi bizge Ana bilen sabi yılmayğanda El tanışlıq bular yine bizde Dünyamızın yaktı şarı bular Şiir yüzünde məngə balqasan Keşelikinin güzel katın kazı Yaş balasın tutkan yaktasan Keşelikinin güzel katın kazı Yaş balasın tutkan Рашид, спасибо вам за участие в нашей передаче. От имени радиослушателей разрешите вам пожелать творческих успехов. Спасибо большое. Дорогие радиослушатели, наша передача окончена. С творчеством каких композиторов, певцов хотели бы вы познакомиться? Пишите нам. Наш адрес: Казань, 420015, улица Максима Горького, дом 15, радио. Редакция музыкальных передач. До свидания.